Время новостей Татарстана на ТНВ, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте, и вот о чем расскажем. Инновации и промышленность. Она, по-моему, самая крутая. Какие соглашения подписали татарстанские предприятия и какая страна инвестировала в республику уже $2 миллиарда, расскажет Салават Мухаммадулян. Пришло время разделять. Потому что все-таки хочется, чтобы все чисто было в округе. В Казани установят контейнерные площадки нового типа. Где они появятся, увидела Зарина Ахметова. Заплати и спи спокойно. Мы сами делаем страховку имущества. Зачем это нужно? Правда ли, что в платежке ЖКХ появится строка о страховании жилья? Если да, то кого она коснется? Выяснял Рамиль Шайдуллин. Самый ароматный фестиваль года в Казани. Очень красиво. Ой, ребята постарались все. Что нужно сделать, чтобы стать профессиональным флористом, расскажет Ленар Гинатуллин. Президентский «Аурус. Инновации и контракты» в Екатеринбурге открылась международная выставка промышленности «Иннопром». На площадке 60 регионов, 80 стран мира. Татарстан на выставке представляют больше 50 компаний, возглавляет делегацию Рустам Минниханов. Сегодня он осмотрел экспозиции, выступил на пленарной сессии Российско-турецкого форума и участвовал в подписании соглашения между татарстанской и тюменской компаниями. С площадки форума Салават Мухаммадулин. Она, по-моему, самая крутая. Как говорит Рустам Минниханов, на выставке все самое крутое. Президентский «Аурус», вагоны метро, газовые установки, лодки – все инновационное. Сильно. Пытались сделать умно. На площадке и десятки татарстанских предприятий. Сегодня они в центре внимания турецких бизнесменов. Прямо на выставке проходит российско-турецкий форум. Успешно реализуются крупные совместные проекты в области металлургии, автомобилестроения, легкой промышленности, производства строительных материалов. Среди них и предприятие «Калуман-Рус». Турецкие инвесторы 4 года назад открыли производство полуприцепов строительной, аэродромной и коммунальной техники в Набережных Челнах. Мы считаем, что мы должны выкладываться на местное население, потому что Набережных Челнах именно автомобильный бизнес развит и кадров хватает. Компании из берегов Босфора инвестировали в республику уже порядка $2 миллиардов. И турецкий, и татарстанский бизнес продолжает идти навстречу друг другу. Рустам Минниханов сегодня встретился с министром промышленности и технологий Турции Мустафой Варанком. Стороны договорились и дальше сотрудничать. Казань имеет побратимые отношения с Анкарой, Стамбулом, Анталией, Эскишехиром. И 17 наших муниципалитетов имеют соглашение с муниципалитетами Турецкой Республики. Главная тема выставки – цифровое производство, интегрированные решения. Здесь и Китай, Франция, Италия, Австрия, Япония и 60 регионов страны. Первый день форума и сразу соглашение. Подписали его Татарстанская Раритек и Тюменская Газинвестпроект. Плюс сегодня же Рустам Минниханов провел встречу с руководством Уральской горно-металлургической компании. Уже завтра здесь ждут Владимира Путина. Президент страны выступит на глобальном саммите по производству и индустриализации. Салават Мухаммадуллин, Альфия Габдышева, Александр Федосеев, ТНВ, Екатеринбург. Время разделять мусор. До конца года в Казани появится 57 контейнерных площадок нового образца для раздельного сбора мусора. Об этом сегодня рассказали на совещании в мэрии. Новые объекты отвечают санитарным требованиям и будут удобны горожанам, утверждают представители исполкома. В каких дворах новинкой уже начали пользоваться, увидела Зарина Ахметова. Вот так выглядит контейнерная площадка нового образца на Амирхана. Она появилась здесь всего месяц назад. Кто-то из жителей уже приступил к раздельному сбору, а кто-то к новинке пока присматривается. Не все пока разделяем, но вот пластиковые бутылки точно отдельно делаем. Да. Потому что все-таки хочется, чтобы все чисто было в округе. В одно закидывают. Все равно. Да, бабульки ругаются, говорят, вы что делаете, для чего вот это, говорю, составить? Пока такие площадки только в нескольких районах города. Со временем их география расширится. Здесь, на улице Абсалямова, каждый контейнер пока выкатывают из подъезда. Только потом его забирает машина. Но к концу года здесь и еще в 18 дворах города появятся контейнерные площадки нового образца. И у жителей вот этих домов появится возможность собирать мусор
раздельно. 8 видов площадок для мусора были утверждены Управлением архитектуры и градостроительства Казани. Они соответствуют не только санитарным требованиям, но и визуальным. Но проблемы в переходе на раздельный сбор есть, говорят в исполкоме. Например, когда сортированные отходы снова смешивают при вывозе. Не каждый предприниматель, не каждый бизнес готов это у себя делать, тратить деньги на дополнительные емкости, на дополнительную оплату вывоза. Это все присутствует, поэтому приходится здесь убеждать, разговаривать, и именно потому, что нет нормативного документа. Значит, по мнению исполкома, нужен документ, который будет регламентировать раздельный сбор. С этим вопросом представители городского управления обратились в Минстрой Республики. Что касается письма в Минстрой, безусловно, нужно с коллегами отработать. Одно дело, нужны серьезные средства, денежные вложения в инфраструктуру. Нужна в буквальном смысле революция городской инфраструктуры по сбору, утилизации мусора. Но еще более сложная задача – провести революцию в головах всех наших жителей. К слову, жители 23 дворов столицы уже отказались от мусоропровода в пользу контейнерных площадок для раздельного сбора. Всего же до конца года будет создано 57 новых мест для размещения отходов. Зарина Ахметова, Ринат Сафин, ТНВ «Казань». Добровольно-принудительно. Пользователей соцсетей, мессенджеров взбудоражили фотографии листовок с нововведениями в платежках ЖКХ. Якобы с августа в них появится дополнительная строка о страховании жилья. Все это связано с 320-м федеральным законом о добровольном страховании. Но почему строка должна появиться в счетах-фактурах, выяснял Рамиль Шайдулин. В квитанциях ЖКХ появится строка о страховании. Фотографии таких листовок разлетелись по мессенджерам и успели взбудоражить многих собственников жилья. Якобы платить за страховку теперь придется вместе с коммуналкой. Речь вот о таких стандартных платежках, где вдобавок к строкам, например, об водоотведении или взносам на капремонт, может появиться еще одна о страховании жилья. Правда, всем ли придется платить и сколько, пока не говорится. Сказано лишь, оплатив раз, незаметно для себя, человек заключит контракт со страховой компанией. Затем ежемесячно будет выплачивать ей деньги, а в случае чего компания возместит убытки. Вот в новостройке, допустим, в течение первых 5 лет, наверное, нет смысла, да, такую графу вносить, обязательное страхование. Там. Если же дому более 20 лет, может быть, это и оправдано. Мне кажется, это все ерунда. У нас вообще мы сами делаем страховку имущества. Зачем это нужно? Страховые компании, которые раньше страховали жилье, они не очень-то потом расстаются со своими деньгами в случае страховых случаев. Я думаю, здесь будет то же самое. Авторы листовки ссылаются на закон о добровольном страховании жилья. Он и правда вступает в силу 4 августа, но предполагает защиту не от потопа или короткого замыкания, а от техногенных аварий и природных катаклизмов. На самом деле в законе не написано, что будет именно это счет фактуры. Просто строчка страхования ни с того ни с сего в платежных документах появиться не может. То есть должен быть определенный документ. И это получается как дополнительная услуга, такая как, допустим, консьерж. И то же самое получается и страхование. Такого же мнения и в республиканском Минстрое. Без общего решения жильцов такая строчка появиться не может. Это объявление, оно написано некорректно, так как дополнительные услуги, которые появляются в жилье, решения принимаются непосредственно самими собственниками, не управляющими организациями. Без их решения дополнительные услуги в платежку за жилищно-коммунальные услуги не вносятся. Поэтому пункт страхования жилья, говорят в министерстве, в платежке не появится ни в августе, ни в обозримом будущем, если этого намеренно не захотят сами жильцы. Рамиль Шайдулин, Рамзиль Гарипов, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Казусы казанских ограждений, что не устраивает жителей столицы в конструкциях безопасности на дорогах, и спасают ли заборы. Об этом в интернет-газете «Реальное время». Получить ИНН, оплатить штрафы ГИБДД или узнать информацию о налогах. Около 180 госуслуг теперь могут получить жители Юдина, Казани, не отходя от одного окна. Сегодня там открылся многофункциональный центр. Он стал уже 56-м в республике. Новый офис вместе с первыми клиентами посетил Рамиль Галюлин. Здравствуйте. Талончик, ваш паспорт.
Елена Нагуманова сегодня первый посетитель нового центра. Пришла оформить сыну ИНН. Не нарадуется. Говорит, раньше приходилось тратить время на дорогу до ближайшего МФЦ. Сейчас до офисов Юдина ей рукой подать. Раньше гораздо дольше все проходило по времени, очереди и в разные инстанции приходилось есть. Сейчас, когда МФЦ есть, все гораздо удобнее. Новый офис на Ильича 28 – это и паспортный стол, и пенсионный фонд, и ЗАГС, и десятки других инстанций. Всего 180 видов услуг. Одновременно в МФЦ работает 10 окон. Специалисты каждый из них за день могут принимать до 200 человек. Для удобства клиентов офис оборудован вот такими компьютерами. За ними посетители самостоятельно могут зайти на портал госуслуг и, например, оплатить услуги ЖКХ или узнать о штрафах ГИБДД. Юдинский МФЦ стал 56-м в республике. Ежедневно такие центры посещают 10 тысяч человек. Не все люди юристы, не все могут правильно читать постановления, документы. Вот наша задача государства, все-таки человеку объяснять сложные вещи простыми словами. Мы все больше и больше услуг нам передают, все государственные муниципальные услуги. Вы знаете о стратегии 2.0, да, о том, что МФЦ на самом деле передача идет всех, без исключения государственных и муниципальных услуг, на площадку МФЦ. То есть приемом заниматься государственные органы больше не будут. В республике планируют и дальше открывать новые МФЦ. Уже на следующей неделе многофункциональный центр появится в столичном Салават-Купере. Рамиль Галиуллин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Контракт на 43 тысячи рублей. Такой договор с Минэкономики Татарстана подписал самозанятый из Казани. Найти заказчика помогла электронная биржевая площадка. Такой контракт стал первым в республике с начала ее открытия. Какие возможности она дает самозанятым, узнала Юлия Муратова. Шероховатости убираю. 50 алюминиевых табличек за 2 недели. За такой заказ взялся инженер-конструктор Алексей Белов. В этом году зарегистрировался как самозанятый. Контракт на 43 тысячи рублей удалось заключить с Минэкономики Татарстана. Выиграть госзаказ помогла биржевая площадка. Супруга в роли своей деятельности участвует в биржевой площадке как заказчица в школе. И, в принципе, она посоветовала, что можно там найти дополнительный получить дополнительный доход, принять участие и выиграть. Сейчас в республике 17 тысяч самозанятых. Алексей Белов стал первым, кто заключил договор с крупной организацией через электронную биржу. Заказ, так скажем, если не скромно сказать, он все равно исторический, поскольку единолично, лицо самозанятый берет заказ от государства на изготовление. Самозанятые могут изготавливать и качественную продукцию, оказывать качественные услуги. В республике электронную торговую площадку запустили 1,5 месяца назад. Сейчас там более 500 предложений. Своих заказчиков нашли уже 20 предпринимателей. Как говорят специалисты, система не только повышает конкуренцию, но и помогает снизить расходы. Открытие нового рынка – это доступ к государственным и корпоративным заказам. Это, мне кажется, очень большой плюс для новой такой категории, как самозанятые. Во-вторых, это хороший плюс к резюме. Зарегистрироваться на биржевой площадке можно в 3 клика. Зайти на сайт, выбрать пункт «Самозанятый» и нажать на регистрацию для получения своего логина и пароля. И доступ к размещению предложений станет свободным. Юлия Муратова, Андрей Сентальцев, ТНВ, Казань. Они плачут от цветов, держатся подальше от кошек и даже на время меняют место жительства. Каждый 3-й житель страны страдает от аллергии. Сегодня Всемирный день борьбы с этим заболеванием. О профилактике и лечении врачи рассказали за круглым столом. Все-таки можно ли навсегда избавиться от аллергии или придется жить с недугом всю жизнь, узнавала Вероника Гайнудинова. Здравствуйте. Здравствуйте, заходите, пожалуйста. У старшего аллергия перешла в астму, теперь к врачу с младшим. Ольга Кузьмина с сыном пришли сдать анализы. У старшего аллергия появилась как раз в раннем возрасте. Выявили, что у него аллергия на кошку, собаку, домашнюю пыль. И то есть с тех пор мы проходим периодически лечение в аллергологии. У Дениса Наумова астма, пищевая аллергия теперь появилась и у сына. Простудился и все, одышка. Исключили продукты и лечатся медикаментозно. Лечимся и довольно-таки продуктивно получается, потому что сейчас некоторые из пищевых у нас уже включают потихоньку в рацион. Количество больных увеличивается, конечно, да. Что у них бывает? У них бывает краснение глаз, насморк, может быть и кашель, и одышка даже бывает.
По статистике, если один из родителей аллергик, то в 60% случаев у ребенка она тоже будет. По словам специалистов, сложно назвать только одну причину появления этого заболевания. В основном это все-таки генетика родителей, но не всегда. Изменение питания, это загрязнение атмосферного воздуха, загрязнение воды, это вредные привычки. Чаще всего аллергия появляется на еду, на втором месте пыль, шерсть кошек и собак. Немало и тех, кто не переносит цветение. Бронхиальная астма, аллергический ринит, конъюнктивит. Последствия разные, лечить обязательно. Исключение контакта с аллергеном. Если это пищевая аллергия, то гипоаллергенная диета. Если это воздушная аллергия, например, к домашней пыли, то это особый домашний режим. Второй блок лечения – это медикаментозная терапия. Самое главное – длительность лечения. Если пройти полный курс, то об аллергии можно забыть надолго, говорят врачи. Вероника Гайнутдинова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Я напоминаю, в нашей редакции есть WhatsApp. Его номер 8 987 420 0101. Сообщения принимаем круглосуточно. Ваши новости, присланные фото и видео могут стать репортажами в наших выпусках. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. Как пара белых лебедей оказалась на садовом участке? Вышли где-то 7:30 было утром на огород посмотреть. И вот, смотрю, гуляет лебедь. И как сложилась их судьба после спасения, расскажет Наталья Мезина. Самый ароматный фестиваль года в Казани. Очень красиво. Ой, ребята постарались все. Что нужно сделать, чтобы стать профессиональным флористом, расскажет Ленар Гинатуллин. Мастер-классы, уроки по самообразованию, десятки звездных спикеров. В Алексеевский район на Салят-Беляр-форум 2019 сегодня приехал Фарид Мухаммедшин. Здесь собрались несколько тысяч одаренных школьников и студентов из Татарстана, а также регионов страны и зарубежья. Как молодежь совмещает приятное с полезным, увидел Дмитрий Аренин. Первое, что видят люди, попавшие на Салет, это вот этот вот палаточный городок. В нем живут участники форума. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Как вам тут, можете рассказать? Хорошо живется. Ну, удобно, что напольное покрытие. Да, возгораемое, но не сгорим, огнетушитель есть. Я была на математике у Семенова, он же вообще просто. Бугульминская школьница Алия Ризванова на форуме совмещает приятное с полезным. Отдыхает и готовится к ЕГЭ. Девушка записалась на интеллектуальную смену и вместе с новыми подружками посещает занятия по различным предметам. Индивидуальный подход к каждому ученику, потому что у нас не такие большие группы. Занимаемся по 2 часа каждым предметом, и поэтому мы успеваем разобрать и сложные задачи, но в то же время те ученики, которые немного отстают, они тоже все понимают. Сегодня специальным гостем форума стал Фарид Мухаммедшин. Спикер Госсовета обошел лагерь и потом, общаясь с молодежью, дал несколько советов. Раньше задуматься о своей профессии, учить больше языков и не забывать традиции своего народа. У каждого народа свои традиции, богатство в этом страны. Главное же, как сказал Фарид Мухаммедшин, молодежь не должна быть безразличной. Дискуссионные площадки сделать, какие проблемы волнует молодежь, с чем они вступают в жизнь, какие бы предложения внесли по улучшению деятельности молодых, талантливых людей, чтобы в жизни не было безразличной молодежи. Сегодня на форуме завершилась 3-я смена. На ней отдохнули и просветились более 5000 ребят. Самое главное, то, чем мы здесь занимаемся, это мы вызываем интерес у детей, интерес к развитию, интерес к самообразованию. Мы показываем траекторию, как двигаться, как развиваться, в каком направлении. В центре центральной площади стоит вот такое дерево, под которым можно полежать, отдохнуть. Сейчас моими глазами вы увидите, как окружающую обстановку видят участники форума. Форум в Белярске будет идти до августа. Предстоит еще 3 смены. Всего этим летом на Салете ждут около 20 000 участников. Дмитрий Аренин, Алмаз Зиединов, ТНВ, Алексеевский район. Казань-Горгазу 65. А тех, кто стоял у истоков компании и кто ее сейчас развивает, Алия Хайруддинова. Семья Гарифуллиных верой и правдой служили в Казанском Горгазе 35 лет. В трудовых книжках Читы одна запись. Так совпало, 65-летний юбилей отмечает не только глава семьи, но и предприятие, которому он посвятил жизнь. Меня наградили званием почетный работник газовой промышленности. Значит, я очень рад. За 65 лет в Казанском Горгазе служили более 100 династий, а их общий трудовой стаж давно перевалил за 1000 лет. Очень серьезная команда во всей нашей организации. Сплоченная, серьезная, сильная. Так что продолжали, даже сейчас молодые люди пришли, что продолжали в таком же духе. Поддерживали старых,
ветеранов. Высоко оценил труд каждого новый генеральный директор ООО «Газпром Трансгаз Казань» Рустем Усманов. Отдельной звездой в этой плеяде газовиков он назвал Равката Кондюкова, который сейчас трудится советником гендиректора. А журналистам тут же обозначил приоритеты работы. Это, конечно же, надежная работа наших опасных производственных объектов, транспорт газа потребителю в заданных объемах и безопасная эксплуатация всех объектов и поставка газа потребителям, в том числе и в осенне-зимний период. Рустем Усманов внес ясность и в волнующий всех вопрос массовых кадровых перестановок. Будут ли массовые кадровые перестановки, начнется ли поток специалистов из Башкортостана? Нет, не начнется. Задача есть, сплоченный коллектив рядом. Ровно через год свое 65-летие отметит и «Газпром Трансгаз Казань». Сегодня в России День семьи, любви и верности. В Казани чествовали самые творческие, умные, а главное дружные семьи. В Центре русской культуры и языка подвели итоги конкурса «Казань. Город счастливых семей». Мамы, папы, их дети, а также бабушки и дедушки, участников десятки. Кому досталась медаль за любовь и верность, знает Сергей Хайдаров. Сегодня самые любящие, самые достойные семьи собрались здесь, в культурном центре имени Александра Сергеевича Пушкина. И прямо сейчас на сцене они доказывают, что именно они самые творческие, самые дружные. На самом деле правила визитной карточки очень простые. Можно делать все, что угодно. Главное делать это вместе со своей семьей. Я пою свою метель. Мы постарались за 50 лет. У нас 7 внуков, 3 детей. Вот. И мы вдвоем. И мы вдвоем. Спортсмены, ветераны. Вот у меня золотой значок есть. Девчонки, скажите честно, красивый букет? Очень красивый букет, особенно для первого раза. Придя сюда сегодня на День семьи, любви и верности, можно очень многому научиться благодаря мастер-классам. К примеру, вот здесь можно научиться флористике. Спасибо вам огромное. Здесь можно учиться вышивать. Здесь зона для самых маленьких гостей праздника. Ну, а прямо здесь еще интереснее. Здесь выплетают из газеты корзинки. Расскажите, на какой вы сейчас стадии? Мы как раз закончили плести корзиночки у нашей ребятки. Расскажите, как вам нравится? Да. Супруги Халимовы воспитали двоих взрослых сыновей Рената и Булата. В этом году нам будет 35 лет совместной жизни. Своего рода маленький праздник. Мы еще надеемся, что мы еще долго будем жить. Будем отмечать и 50, и 60, может и 70. Да? Вместе живем 43 года, слава Богу, одни радости. Эти добрые пожелания наших родителей передаем своим детям, своим внукам. У нас 7 внуков. Счастье есть лучший университет. Оно довершает воспитание души, способной к доброму и прекрасному. Нет истины, где нет любви. Эти слова принадлежат Александру Сергеевичу Пушкину, и очевидно, что они актуальны и в наше время. Только сегодня свои медали за любовь и верность получили сразу 12 семей, которые живут вместе больше 25 лет. И организаторы обещают повторять эту добрую традицию и дальше, чтобы Казань был городом по-настоящему счастливых семей. Сергей Хайдаров, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Они создают пару на всю жизнь. Это про лебедей. Пара белокрылых облюбовала жилой участок в Борисково, в Казани. Испуганные, голодные, они могли погибнуть от лап диких кошек и собак. За помощью горожане обратились в МЧС. Спасатели их отловили и отправили в зоопарк поселка Петровский. О необычной истории Наталья Мезина. Кормила, водички давала. Так Азалия рассказывает о паре лебедей, которых обнаружила семья Сибгатулиных на своем участке. Первый день у нас впечатление было в субботу. Там. Очень, ага. Там они на картошке сидели, ага. В угол почему-то. Потом опять выйдут, да, и мнямунда, и это опять стоят, сидят, а потом вот ляжут. Вот так. От одних гостей к другим царь-птица порадовала своим появлением и соседку Сибгатулиных. Я увидела под яблоней лебедя. Очень большой лебедь. Не одногодка, постарше. И нужно, чтобы его как-то спасти, его было жалко. Я позвонила сначала в ветеринарную клинику. Там мне его не приняли, конечно, отказали. И пришлось позвонить на 112. Через пару часов лебедей уже спасали сотрудники МЧС. Поймали в сеть и отвезли в зоопарк поселка Петровский. Они только проходят карантинную зону, адаптация идет у них. Они будут кушать специальный комбикорм. И для них еще поставится большая ванна, где они смогут именно находиться в водичке. Откуда прилетели белокрылые, остается загадкой для всех участников этой истории. Но благодаря доброму сердцу и ответственности каждого удалось спасти благородных птиц.
Сейчас спасенные лебеди находятся на карантине, но уже через 10 дней они смогут присоединиться к остальным жителям зоопарка. Наталья Мезина, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Буйство красок, в воздухе аромат. В центре Казани сегодня распустился цветочный фестиваль. На площадке у театра «Экият» живые инсталляции, необычные по форме клумбы, редкие растения. А тех, кто все это создал, и тех, кто восхищался этим, Ленар Гинатуллин. Привычные розы, герберы, гиацинты, гвоздики и даже непривычные альцитромерии. Площадь перед театром кукол «Экият» сегодня украшают сотни букетов. В настоящий флористический рай Казань превратил 5-й цветочный фестиваль. Очень нравится, атмосфера вообще красивая. Очень здорово. Очень красиво. Ребята постарались все. Надеюсь, что вся Казань будет цвести. Народ веселый ходит, улыбками все, довольны все. Все красиво. Цветы не только в клумбах, инсталляциями флористов усыпана вся площадь. Цветочные часы, деревья, пианино и даже жар-птица. На обозрение 32 живые композиции. Когда начинали, буквально первые шаги очень скромно, а сейчас такое ощущение, что это 100 лет уже. Также любой желающий на фестивале может создать свой цветок из подручных материалов. Украшения и преподаватели уже здесь, осталось только придумать название своего произведения. Я хочу сделать цветок вот такой. Как он будет называться? Цветик-семицветик. До конца лета здесь пройдут культурные среды в цветочной Казани. Это поэтические чтения, встречи с писателями и живые концерты. Ну и самое приятное в фестивале — это то, что теперь ради красивой фотографии не надо ехать за город и искать цветочное поле. Это можно сделать прямо в центре города. Ленар Гинатуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Пока это все. Больше новостей в наших соцсетях, ВКонтакте, Инстаграм. Вечерний эфир продолжит программа «Вызов-112». Сейчас о погоде я прощаюсь. До вечернего выпуска в 21:30. До встречи. Добрый вечер. Время новостей спорта на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Еще 2 медали на универсиаде в Неаполе. Представители Республики Татарстан по плаванию Григорий Тарасевич и Ирина Приходько завоевали бронзовые награды. Тарасевич, для которого медаль стала 2-й на играх в Италии, стал 3-м на дистанции 50 метров на спине. Еще одну медаль в копилку спортсменов республики принесла Ирина Приходько, которая вошла в состав сборной России в женской эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. По итогам 5 соревновательных дней в активе спортсменов, представляющих Татарстан, уже 4 медали. Все они в водных видах. Золото и бронзу у Тарасевича, бронзу у прыгуни в воду Карины Шкляр и бронза Приходько. Пилоты команды КамАЗ-Мастер стартовали на очередном ралли-рейде «Шелковый путь». Недалеко от озера Байкал участников ждали настоящие сюрпризы погоды. Спортивные грузовики КамАЗа преодолели 51 километр спецучастка по-разному. Лучшее время в четверке «Синей Армады» показал экипаж Антона Шибалова, ставший на финише 2-м вслед за белорусским гонщиком Сергеем Визовичем, одним из главных конкурентов российской команды в ралли. Путь по 10 разнообразным и техничным спецучасткам, протянувшимся по России, пересекающим Монголию с севера на юг, завершится в океане Дюн, знаменитой пустыни Гоби. Финиш 16 июля в китайском Дуньхуане. Мы где-то, видать, сегодня побольше все-таки перестраховались, и вот в итоге такой результат. Но я считаю, что в принципе неплохой. Проехали ровно, без остановок, ни одно дерево не задели, колеса целые. И в завершении к новостям регби казанский клуб «Стрела» одолел на своем поле «Локомотив-2» из Пензы. Первые 10 минут матча запомнились лишь игрой в центре поля. Команды приглядывались друг к другу, изучали соперника. Однако вскоре казанцам удалось заработать 5 очков. Второй тайм проходил преимущественно под давлением гостей. Далее последовали 3 успешные попытки реализации в исполнении «Стрелы». «Локомотив» смог только заменить нули на табло. Встреча в высшей лиге завершилась со счетом 36-8 в пользу казанцев. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. О погоде через минуту. В Данил Мастер новая акция. Не пропустите. Только в июле. При заказе шкаф-купе, комод в подарок. Подробности уточняйте по телефону 2 167 166. Наш адрес – Казань, Восстание, 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики облачно и сыро, плюс 24-25 градусов. На северо-востоке Татарстана аналогично, дожди, плюс 22. На севере Татарстана до 24 тепла, пройдут дожди.
На северо-западе республики весь день ожидаются осадки, 21 градус выше 0. На юго-западе республики не обойдется без осадков, 22-24. В центре Татарстана, как и по всей республике, дождливо, плюс 25. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Пациентов с жалобами на боль в спине часто направляют к хирургу. Мне уже удаляли грыжу позвоночника, и снова все повторяется. Спина болит, еле хожу, снова направляют на операцию. Что делать? В медцентре «Доктор Ост» передовая технология лечения вместо операции. Уникальный робот помогает вернуть искривленный позвоночник в норму. Грыжа начинает самостоятельно втягиваться на место, освобождая пережатые нерв и сосуды. Боль уходит, возвращается легкость движений. Цветоводы Казани приглашают всех на ярмарку цветов в Дворец химиков 9 и 10 июля. Приобрести посадочный материал и получить консультации специалистов вы сможете с 10 до 18 часов. В Казани будет облачно с прояснениями, временами дожди. 21-23 тепла. Ветер сильный, порывистый. Атмосферное давление ниже нормы. Влажность воздуха повышенная. В магнитном поле Земли спокойно. На этом наш выпуск завершен. До свидания.